Таджикские мигранты спасены? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая новая страна готова принять таджиков. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. В Душанбе завершился инвестиционный форум «Центральная Азия, Республика Корея». В ходе мероприятия обсуждались вопросы экономического восстановления в постковидный период, сотрудничество в сферах энергетики, цифровых технологий и здравоохранения. В рамках форума глава МИД Республики Корея встретился с таджикскими официальными лицами, в том числе с президентом Таджикистана. Хотя товарооборот между Таджикистаном и Южной Кореей невелик, было приложено много усилий для того, чтобы Южная Корея стала новым направлением для трудовой миграции таджикистанцев. Пока никакого официального соглашения в сфере миграции подписано не было, но таджики, проживающие в Южной Корее, говорят, что количество мигрантов из Таджикистана растет, но чаще это нелегальные рабочие. Трудовой мигрант Умет Абдурахимов говорит, что таджики, которые едут в Южную Корею на заработки, имеют наряду с таджикским и российское гражданство. Они въезжают в Южную Корею как туристы и остаются в этой стране на год, 2, 3. Я знаю ребят, которые живут и работают здесь по 5-6 лет. В чем разница? Разница в том, что люди, которые приезжают и работают по рабочим визам, легальны. Они могут выезжать и въезжать в Корею, когда захотят. Но тем, кто въезжает туда по туристическим визам и остаются работать, будут депортированы на 5 лет, когда покинут Корею. И в течение этого времени никак уже не смогут въехать в эту страну, сказал собеседник. А как вам такой вариант страны для миграции? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Люди, приехавшие на заработки в Южную Корею из Таджикистана, отмечают хорошую заработную плату и хорошие условия труда, но говорят, что работать нелегально здесь так же рискованно, как и в России и других странах. Однако на форуме в Душанбе не было сказано ни слова о сотрудничестве в сфере миграции. Рахмон Ульмасов, аналитик по вопросам трудовой миграции, сказал: начиная с 2022 года для тех, кто едет из Узбекистана в Южную Корею на заработки, введено новое правило – сдача экзамена по корейскому языку. Это говорит о том, что желающих из Узбекистана поработать в этой стране очень много. Однако количество граждан, выезжающих из Таджикистана в Южную Корею, невелико. И многие едут туда нелегально или остаются там в качестве нелегалов. Поэтому было бы здорово, если бы у нашей молодежи была возможность легально поехать на заработки в Южную Корею. По мнению аналитиков, если будет достигнута договоренность о трудовой миграции в Южную Корею, рынок труда этой страны для таджикских трудовых мигрантов не сможет конкурировать с российским, потому что российский рынок труда широк и русский язык понятен для жителей Таджикистана. В настоящее время нет точной статистики о количестве таджикских трудовых мигрантов в Южной Корее, но, например, на рынках труда России и Казахстана востребованы сотни тысяч таджикских рабочих. Таджикистан сотрудничает с Южной Кореей с 1992 года, с момента обретения независимости. В 2018 году товарооборот между двумя странами составил более 27,5 миллионов долларов. А как вы думаете, хорошая перспектива, если Южная Корея будет рада принять таджикских мигрантов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!